Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире передача «Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня четверг, 12 марта. Что ж, какие же даты мы сегодня отмечаем? Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Дата выбрана была не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Сейчас специалисты уголовно-исполнительной системы защищают законопослушное большинство от различных преступных посягательств и возвращают оступившихся, нарушивших закон, сограждан в полноценное здоровое общество. Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации отмечается по всей стране. И в этот день сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами. Ну и во второй четверг марта ежегодно отмечается Всемирный день почки. Этот праздник, эта дата отмечается с 2006 года. И по сути это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности здоровья наших почек. По данным Всемирной организации здравоохранения, международных нефрологических организаций и обществ, число больных заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты. И эта цифра, к сожалению, растет. В большинстве случаев речь идет о тяжелых хронических заболеваниях, переходящих в категорию хронических. Чтобы ваши почки были здоровы, помните, пейте воду, ведите здоровый образ жизни, избегайте приема лекарств без назначения врача, сократите потребление соли и побольше, конечно же, двигайтесь. В Китае сегодня отмечается День посадки деревьев. По сути, это общенациональная добровольная кампания по посадке деревьев. В революции также говорилось, что каждый дееспособный гражданин в возрасте от 11 до 60 лет должен посадить и вырастить от 3 до 5 деревьев в год. Эта инициатива руководства страны была активно поддержана населением Китая, и хотя сегодня в ней принимают участие не все поголовно, но в рамках того, что делается, просто масштабы огромные. Ежегодно в мероприятиях дня участвует около 500 миллионов китайцев, а с момента появления этого праздника по 2008 год в стране волонтерами было посажено более 50 миллиардов саженцев. Думаю, этот опыт пора перенять всем нам. Да, действительно, и будет у нас страна снова зеленая. Ну, а в 1832 году в балете впервые было использовано пышное платье под названием «пачка». Пачкой называют пышную многослойную балетную юбку. Это некий театрализованный вариант модного бального платья из легкой развивающейся полупрозрачной ткани, которая струится мягкими складками. Стиль и форма пачки со временами менялись. В конце 19 века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, была длиннее и тоньше. Ну а в начале 20 века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советском балете пачка стала короткой и широкой. Ну и в современном балете пачка имеет всевозможные виды и размеры, но по-прежнему занимает место королевы в государстве классического балета. Ну что ж, у нас ожидается очень много интересных гостей. Вы можете задать вопрос по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62, ну или просто передать нам привет, а мы его зачитаем. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 25, минус 29, днем минус 20, минус 21. В Заречных минус 17, минус 25, днем минус 17, минус 22. В Южных минус 25, днем минус 21. В Вилюйских минус 30, днем минус 18, минус 21. В Нижнеленских минус 29, минус 35, днем минус 24, минус 27. В Западных минус 24, минус 29, днем минус 15, минус 19. В Колымо-Индигирских минус 23, минус 35. Минус 18, минус 29 днем. В Янских минус 29, минус 36. Днем минус 22, минус 28. На северо-западе минус 21, минус 28. Днем минус 16, минус 22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 28 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 17, минус 19 градусов холода.
Друзья, советуем вам не расслабляться. Погода обманчивая, можно легко простыть и в самый разгар весны. Так что пока не спешим раздеваться, не снимаем шарфики, не снимаем теплые шапочки. Но мы продолжаем наш эфир. Напомним, что в Якутии с 1 января 2019 года вступил в силу закон о мерах поддержки детей войны. В январе этого года глава Республики Якутия Айсан Николаев подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кто подпадает под эту категорию, какие льготы и выплаты положены, давайте узнаем из следующего сюжета. Согласно указу, дети Великой Отечественной войны, граждане, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, впервые получают по 3000 рублей. В Якутии закон о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия о мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны, граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, предоставляет детям Великой Отечественной войны меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат, ежегодной диспансеризации, внеочередного приема в организации социального обслуживания. Кроме того, предусмотрены выплаты денежной компенсации в размере 50% стоимости путевки на санаторно-курортное лечение или предоставление путевки на санаторно-курортное лечение на территории республики с оплатой 50% ее стоимости указанным лицам один раз в 3 года. Все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Акция «Песня Победы» была инициирована уполномоченными по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия при поддержке национальной вещательной компании «Саха». Дорогие ветераны, всех искренне поздравляю с 75-летием Победы, Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, позитива и бодрости духа. Спасибо еще раз. С 75-летием Победы. Дорогие наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, труда, дети войны, дорогие жители Республики Саха-Якутия, низкий поклон нашим ветеранам за мирное небо над головой. В Якутии нет практически ни одной семьи, где бы не было утраты, горечи в связи с тем, что их деды, отцы положили свою жизнь на полях Великой Отечественной войны. Мы низко кланяемся за нашу счастливую жизнь. Дорогие ветераны, вам доброго здоровья и долгих-долгих лет жизни.
около 10 лет наша программа выпускает в эфир постоянную рубрику «Пусть мама придет». Герой нашего сегодняшнего сюжета – это маленький Рома, ему всего 2,5 года, и его маленькая сестренка Танюша 8 месяцев. К сожалению, на долю этих детей уже в этом маленьком возрасте выпало очень много невзгод и бед. И мы очень надеемся, что, посмотрев этот сюжет, вы, друзья, отзоветесь сердцем, и у Ромы с Танюшей появится любящая семья, любящие родители, с которыми они обретут счастье и покой. Шире шаг, шире шаг, шире шаг. Вот так. Знакомьтесь, Рома. Мальчику 2,5 года. Рома с удовольствием играет как в подвижные, так и предметные игры. Смышленый и серьезный, он особенно любит развивающие игры, проявляя усидчивость и терпение. Рома может подолгу сидеть один за разными играми, отличающимися по уровню сложности. Он очень любознательный мальчик, настоящий маленький исследователь. Любой предмет изучает, подолгу и досконально рассматривает, что указывает на такие его качества, как пытливость ума, аккуратность и точность. Начав какие-то действия, он старается довести их до конца, проявляя усердие. Открой ротик, давай. Рома, открой. Давай. Открой ротик, давай. Молодец, давай. Открой. Ой, давай, давай. Молодец. У Ромы есть старший брат, который находится в другом детском учреждении, и младшая сестренка Таня. Таня родилась в августе 2019 года. Активная, улыбчивая, спокойная. Девочка любит, когда ей уделяют внимание и общаются. Малышка хорошо ест и спит, проявляет интерес ко всему яркому, движущемуся, реагирует на звуки, особенно любит погремушки. Мы надеемся, что Рома и Таня обретут семью. Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день почки. Это глобальная кампания, направленная на повышение осведомления о важности здоровья наших почек. И у нас в гостях Гаврил Чемаханов, региональный представитель Нефролига, сотрудник благотворительного фонда «Харысхал», и Мария Местникова, врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов, основатель школы российской деток. И у нас в гостях. Вот они у нас в гостях. Доброе утро. Как настроение у вас, Мария Гавриловна? Как у вас? Ну, важный сегодня день, ваш профессиональный праздник. Я думаю, что сегодня у вас очень много мероприятий запланировано. Мы знаем, что День почек у нас в Якутии проводился в 15, 16 и 19 году. А в этом году сегодня какие-то акции планируются? Да, сегодня планирую. Ну, тут еще надо заметить, что всемирная компания, которая этим занимается, именно ведет работу по нефробольным для выявления таких заболеваний. И сегодня по улице Курашова, 24 в общественном доме пройдет вот скрининг экспресс-тестирования, где каждый желающий может подойти и сдать анализы на выявление микроальбуминурии. Да. Я как эндокринолог хотела бы сказать, да, что самым грозным осложнением сахарного диабета является диабетическая нефропатия. И сегодня на базе Харысхал мы будем проводить школу для детей и взрослых по раннему выявлению такого грозного осложнения в начальной стадии микроальбуминурии. Как может проводиться тест? Тест можно проводить двумя способами. Да? Первый способ – это определение микроальбуминурии в разовой порции мочи, в утренней порции. И другой тест тоже на микроальбуминурии, но это уже суточная моча смотрится. Там пациент собирает мочу в течение суток. То есть утром просыпается, опорожняет мочевой пузырь, и весь следующий день и утро следующего дня он опорожняет 3-литровую банку. То есть последний раз, да. После того, как собрал мочу, взбалтывает последний раз на следующее утро, да, считает определенное количество, сколько выделил, переливает в одноразовую баночку, подписывает фамилию, имя, отчество, анализ суточной мочи на микроальбуминурию и приносит в лабораторию. Вот А в чем разница, да, действительно, вот разовая и вот Дело в том, что тут зависит от лаборатории скорее, да, потому что должны быть определенные реактивы. Почему? Потому что если мы определим на обычном анализаторе разовую порцию мочи, мы можем ничего не увидеть. То есть чувствительность методики, она должна быть все-таки на высоком уровне. Ну, вообще, как диабетическая нефропатия, как часто она случается у детей?
Слава богу, немного. Вообще, по данным 2019 года, у нас в республике зарегистрировано пациентов с сахарным диабетом 23 902 человека. Из них с сахарным диабетом первого типа 849 человек. И на инвалидности 1273 человека. Если мы говорим о нефропатии, как осложнении сахарного диабета, в настоящее время составляет 1343 человека, из них уже на гемодиализе, то есть на постоянной заместительной терапии, находится 448 человек. Как это соотносится вот с общим числом, скажем так, болеющих заболеваниями почек? То есть какая у нас статистика по республике сейчас? Свыше 400 человек находится на гемодиализном лечении. И тут еще хочу заметить, что вчера мы буквально общались, такой круглый стол был с друзьями, и мои друзья заинтересовались и изъявили желание вот обязательно прийти. И, соответственно, без очереди, бесплатно, быстренько пройти вот этот экспресс-тест. И вплоть обсуждали до голых щиколоток у молодежи, мода, которые ходят. Группа риска, давайте тогда озвучим. Да. Как Все поберечь это было свою озвучено, и сегодня, конечно же, проводимая такая акция очень благоприятно воздействует именно на общество. Пускай люди приходят, знают, где это проводится, и, соответственно, будут подстрахованы. Раз уж мы в прямом эфире, напомните, как надо беречь почки. Тепло одеваться, соблюдать. Диету, наверное, не все соблюдают, поэтому я как-то со своей уже пройденной такой истории скажу, что соблюдать обязательно диету, одеваться очень-очень тепло, не залезать в холодную ту или иную воду, не переохлаждаться. То есть беречь ноги, беречь спину. Я добавлю, наверное, немножко, в плане, кто находится в зоне риска. Это люди, у кого повышается артериальное давление. Поэтому пациенту, у кого повышается артериальное давление, очень важно, чтобы хотя бы раз в год проконтролировал анализ на микроальбуминурию. Это начальные изменения поражения почек. То есть, если в начальной стадии мы это фиксируем, то мы это состояние можем возвратить вспять. В норму. В норму, да, и Проходить это очень обследование, важно. То есть надо просто следить за своим здоровьем, срезово хотя бы, да? Да, и хотели бы узнать про школу диабета. Да, вот, Что это водитель. такое? Да? Школу диабета мы проводим для детей и для взрослых. Но для детей, что очень важно, потому что мы распределяем их по возрастным группам. То есть это в игровой форме идет, отдельно для родителей, да, и отдельно для детей. Почему это важно? Потому что с 10 лет ребенок уже должен брать на себя немножечко ответственность в плане, например, контроля, чтобы родители были свободны и уверены в ребенке, что с ним ничего страшного не случится. И ребенок был уверен, потому что это все-таки говорит о большей свободе для него. Потому что если он знает, что сахар нормальный, он может съесть то, что он хочет, при этом подколов правильное количество инсулина. И это очень важно. Да, помогает, очень хорошо координирует именно работу с детьми. Вот благотворительный фонд Харасхал, у них и опыт побольше, и, соответственно, игровых моментов, которых понятны могли бы В игровой детям. форме вы В игровой доводите до форме. детей, Доступность такая вот как очень нужно хорошая. следить за Да. собой. Да. Еще раз давайте напомним, где сегодня проходит Так, акция. куда Курашова, подойти? 24. На 4-м этаже вас будут ждать волонтеры и, соответственно, направят. направят. Да. Мы ждем Большое вас. спасибо, что пришли, и, наверное, всем здоровья, да? Мы пожелаем всем здоровья, будьте здоровы, счастливы и в первую очередь всегда следите за самоконтролем, он очень важен. Да? Если у вас сахарный диабет, это контроль сахара, это контроль при повышении сахара выше 9-10 миллимоль, сахара в моче определение, определение артериального давления утром, вечером. Почему это важно? Дело в том, что именно в эти моменты мы выявляем группы риска. Ну что ж, я думаю, что Спасибо. наши телезрители возьмут все это на контроль и действительно Да. будут следить за своим здоровьем. Друзья, но мы продолжаем наш эфир. Знаете ли вы, кто такой Пигмалион? Это известнейший скульптор, который создал прекрасную статую и влюбился в нее. Как это делается? Берем материал, отсекаем все ненужное и создаем прекрасное. Именно по такому принципу создает свои творения мастер из Амикона Дмитрий Аяров. Давайте посмотрим. Вот такие прекрасные сувениры увидели мы у известного в Аймиконе костореза Дмитрия Аярова. Уроженец Сунтарского района долгое время живет в Уснере. О себе рассказывает немногословно. Это у меня талант с детства. Без не учился, самоучка. В школе труд
на кружки ходил. Вот и передался мне. Учителя научили. Раньше по дереву, да, занимался. А тут на севере нету материала. Вот самый ходовой бивень мамонта. Дмитрий любит и понимает природу, поэтому фигурки вырезанных им зверей выглядят так реалистично. Занятие свое считает увлечением, занимается им в свободное от работы время, а работает плотником-строителем в артели все лето в тайге. Все, что сделает зимой, по заказу или для души, продается или дарится. Никак не накопится на персональную выставку. Мы попытались, глядя на кусок бивня, представить то, что бы увидел мастер. Увы, ничего не увидели, а он улыбнулся. Смотришь, крутишь, например. Вот эти обрезки берешь, какой вот размер, и вот сама получается фигура. А потом рисуешь, да? Мгм. Ну вот эскиз, картину выбираюсь. И как эскиз смотрим. По ходу дела сама срисовывается. Фигура вот, например. А вот если ты, например, делаешь два медведя, они одинаковые получаются? Нет, разные. Каждая фигура все разная. Жаль, что у мастера нет учеников. Неусидчивая нынче молодежь, да и инструмент недешев. Но жена увлечение Дмитрия поддерживает. Жена поддерживает, не мешается тоже, убирается. Ну, молодец у меня жена. С отпуска перевозит инструменты. Ну. И все-таки верится, что однажды в центре поселка мы увидим рекламу о выставке мастера-костореза Дмитрия Аярова, которого вполне можно назвать пигмалионом, ибо в переносном смысле это человек, влюбленный в свои творения. Друзья, наша программа продолжает свой эфир, и мы готовы рассказать вам про следующих гостей. На днях состоялся семейный конкурс «Профстарт». И сегодня у нас в гостях обладательница первого места в номинации «Актерское мастерство» Диана Князькова и ее родная тетя Олеся Александровна Князькова. Доброе утро. Доброе Вижу, утро. немножко волнуетесь, но вы нам сейчас расскажете очень много интересного и хорошего. Что же, расскажите, что это за конкурс? Ну, этот конкурс, оказывается, проводится с 2016 года. Мы участвовали первый раз. Управление образования является организатором, также детский подростковый центр и среднеспециальные учебные заведения. Это речное училище, колледж культуры и коммунально-строительный техникум. Вот, мы участвовали от колледжа культуры в номинации «Актерское мастерство». Как вас туда позвали? Или вы как-то собрали информацию? Да, нас позвали. Вот моя племянница Диана, она в детском подростковом центре занимается танцами. Но поскольку она активная у нас девочка, также блогерством занимается, в общем, как многие дети сейчас. Драм-кружок, кружок по фото. Да, и пела она у нас, и танцует. И вот предложили в актерском мастерстве поучаствовать. И мы, конечно, всеми руками и ногами за. Да, Диана. Как проходил конкурс актерского мастерства? Нас туда позвали, было 2 этапа. Сначала было на память физических действий первый этап, а второй этап на изображение животного. Диан, ну, наверное, тут поясни, что это за этап физических действий, как это выглядело, что нужно было сделать? Ну, надо изобразить предмет, и вот нам задали такое действие. Мы в доме, представить дом, и вот какое-то действие изобразить, как будто мы что-то берем, ложим, там, высыпаем. Заранее были известны задания, что, допустим, ты придешь в воображаемый дом и будешь пересыпать там, гречку, допустим, или это было на месте только сказано? Это на месте было. Как оно это изображается? Сложно? Ну, нет, легко. А животных? Тоже вам на месте сказали, каких именно? Да. А какое животное ты показал? Кто тебе достался? Обезьяна. О, не знаю, Ну ладно. будет ли уместно, как обезьянка может посмотреть в прямом эфире?
Вопрос на засыпку. Ну, это не конкурс, да. Так что давайте перейдем далее к вопросам. Да. Как ты готовилась, вообще скажи? Да, вот получается, не были известны задания, но все равно нужно было как-то же собраться. Да, но там дано было время, и мы очень долго выбирали, мы даже в интернете забивали. Ну, я сначала выбрала обезьяну, но моя тетя сказала то, что это очень сложно, но все равно мы потом выбрали обезьяну. Да, я немножко ее сбила. Хотела показать пингвина, потому что мне показалось, что это проще всего. Но она настояла, что обезьянка интереснее. Мы придумали там небольшую историю. Студенты нам помогали, очень интересно. Все участвовали в процессе и все-таки остановились на обезьянах. А какие еще животные участвовали? То есть Да, дети? кто, другие конкурсанты кого показывали? Собак, кошек, диких зверей. Павлины там еще Павлины, вот это так интересно. красиво распускали хвосты пальчиками. Вот там, из мама. деток кто больше запомнился вам? Да, Диане, наверное. Или ты была слишком в волнительном состоянии и не успела посмотреть своих соперников? Не, я успела. Чарину Юлию я посмотрела. Она изобразила дикое животное со своей мамой, а остальные участники так смешно показывали. Вообще, сколько всего участников, Олеся, было? Ну, в частности, в актерском мастерстве участвовали 5. 5 пар. Ну, это было, думаю, весело, действительно, да? А вот в чем заключалась ваша функция? Моя, конкретно Да. моя? Ну, во-первых, участие родителей обязательно было, а во-вторых, точно так же мы наравне должны были изображать. То есть не так только вы для... тоже Да. обезьянка. Что ж вы молчали? То есть я не только для моральной поддержки, я вот именно тоже там убиралась, на нее ворчала, поскольку у нас уборка была, я на нее ворчала, там заканчивая со своим блогерством, давай убирайся. Да, и макака, главное, орангутан, ну, который сидел на месте и больше всех выпрашивал бананов. Понятно. Это забавно. Она мне украла банан. Диана, кстати. ну ты занимаешься танцами, ты немного занималась пением, сейчас заняла первое место в таком замечательном конкурсе, как актерское мастерство. Кем ты мечтаешь стать? Будущую профессию уже себе представляешь? Ну, я хочу стать либо певицей, либо танцовщицей. Ну, как здорово. значит, будем следить за твоей карьерой и еще увидимся в нашей студии. Но она достаточно творческая, так что у нее еще поменяется. Она, может, и танкистом потом захочет стать через месяц. Ну, мы посмотрим. Ну, еще раз Спасибо Диану большое. поздравляем с победой. Вас Хорошего также. вам дня и новых результатов. Что ж, а вы не переключайтесь, далее будет также очень интересно. Доброе, бодрое утро на канале НВК Саха. Вы смотрите программу «Новый день». С вами Максим Гоголев. И Евгения Гурлева. Что ж, у нас пришло одно сообщение. Поздравляем Розу Андреевну Ивановну с 75-летним юбилеем. Желаем долголетия, в добром здравии, уважения близких и родных, чтобы ваша любовь и забота еще долго согревали сердце внуков и правнуков, чтобы знания, накопленные за 3-4 за 3/4 века, были востребованы. Желаем оптимизма, благополучия, много разных приятных моментов. Коллектив Центра развития творчества и досуга поселка Сангар. Замечательные слова, Роза Андреевна. Мы присоединяемся. Долгих вам лет жизни и счастья. Да. Далее хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о поправке в Конституцию. Инициатором, напомним, стал глава государства Владимир Путин. В частности, президент предложил установить приоритет Российской Конституции над требованием международного законодательства, закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, ограничить число президентских сроков, закрепить в основном законе ряд социальной поддержки населения. При этом Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию не должны затрагивать ее фундаментальных основ и предложил утвердить их парламентом через принятие соответствующих конституционных законов, после чего провести общероссийское голосование по всему пакету предложенных изменений. По результатам волеизъявления граждан президент примет окончательное решение о подписании поправок в основной закон страны.
В свою очередь, Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Сенаторы указали, что отдельные, наиболее значимые достижения государственного и общественного развития действительно нуждаются в своем закреплении в Конституции. Это придаст им свойства необратимости и невозможности пересмотра тех позитивных результатов, которых добилась страна за последние несколько лет. Объем гарантий, предусмотренных поправкой, значительно возрос по сравнению с первоначальной внесенной редакцией, добавили парламентарии. Создание новых учебных мест и дополнительных мест в детских садах для малышей в возрасте до 3 лет обсудили в Москве 11 марта глава Якутии Сан Николаев и министр просвещения страны Сергей Кравцов. Руководитель региона подчеркнул, что развитие образования – один из приоритетов деятельности руководства и правительства республики. Что касается создания новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях, Сан Николаев отметил, что до 2023 года в Якутии за счет средств республиканского и федерального бюджетов планируется строительство еще 19 школ на 3270 учебных мест. Также в ходе встречи стороны обсудили разработку государственной программы «Дети Арктики». Это проект, который мы назвали «Дети Арктики». И мы предлагаем вопросам развития детей в Арктике и образованию, и здравоохранению, и, скажем так, цифровому развитию детей уделить особое внимание и принять федеральную государственную программу. Недавно эта программа была презентована у нас в Совете Федерации, была поддержана и сенаторами, была поддержана арктическими регионами нашей страны. И вот мы сейчас уже работаем с федеральным ведомством для того, чтобы эта идея уже получила свое воплощение, была практически реализована именно как федеральная государственная программа. Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил уроженца Якутии Дмитрия Глушко заместителем министра просвещения страны. Ранее Глушко занимал пост заместителя генерального директора Союза «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. До этого был вице-президентом Якутии, государственным советником республики, возглавлял Республиканское министерство профобразования. Знаково, конечно, что первое вообще официальное совещание на новом рабочем месте, но происходит вот с Александром Сергеевичем и по вопросам развития Республики Саха-Якутия. Вопросы, которые курируем, это развитие системы среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки кадров для опережающего развития различных отраслей экономики. И еще ряд вопросов, которые, как официально закрепят за мной, я их до вас доведу. Хотелось бы, пользуясь случаем, лично Дмитрия Евгеньевича поздравить от имени всех якутян, пожелать ему больших успехов, здоровья, ну и уверен, что совместная деятельность наша приведет к дальнейшему развитию образования в нашей республике. Яркие образы, знакомые мотивы и народное наследие. В Якутске прошло открытие выставки картин Михаила Лукина «Пульс 60-х», посвященной 90-летию со дня его рождения. Творческий путь именитого художника продлился всего 10 лет. Тем не менее, искусствоведы называют его легендой изобразительного искусства. В экспозиции представлена большая часть работ Михаила Лукина, в том числе из фонда его семьи и Мегино-Кангаласского краеведческого музея. Выставка открыта для всех посетителей до начала апреля в Сокровищнице республики. Его работы совершенно великолепные, они очень красивы по колориту, они насыщены по содержанию, они всегда идут где-то на периоды времени. И, конечно, с другой стороны, это художник, который был творцом своего времени, творцом именно художников 60-х годов. Впереди еще очень много важной информации, не переключайтесь. Сегодня, 12 марта, в Доме дружбы народов состоится концерт звезд бурятской эстрады Нонны и Зарикто Таргачиевых. И у нас сегодня в гостях заслуженный артист Республики Бурятия, режиссер, постановщик, эстрадный исполнитель, обладатель всевозможных премий. Зарикто Таргачиев. Доброе утро, Зарикто. Доброе утро. Вы бодры, вы прекрасно выглядите, несмотря на переезд буквально, прилет буквально недавний, да? Ну что ж, расскажите, с чем связан концерт? Да, чему посвящен? Наш концерт в первую очередь связан с тем, что мы приехали в Республику Саха-Якутия на концерт, посвященный 25-летию творчества заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Варе Аманатовой. Наша дружба длится уже с 2001 года, когда Варя приезжала
на наш конкурс «Белый месяц» в город Улан-Удэ, где она завоевала 2-ю премию. И в тот год я получил 1-ю премию фестиваля, и тогда мы познакомились, и завязалась очень тесная дружба с театром эстрады. Будучи с директором Филиппом Василием Васильевичем, у нас началась такая очень творческая, такая интересная работа. Мы начали уже готовить такую фабрику звезд для Республики Саха-Якутия. И вот, кстати, кузницей кадров всех звезд якутской эстрады стал наш конкурс. На наш конкурс приезжали Варя Манатова, Сахая, Ческырой. На наш конкурс приезжала Ника. Ну, все звезды, которые есть в Республике Саха-Якутия, они начинали вот с нашего конкурса. Все знают вас, и вы знаете всех. Я знаю всех. Ну, география концертов обширна. Вы у нас уже в 3-й раз. Чем в этот раз будете удивлять, скажем так? Удивлять мы будем в этот раз, наверное, скорее своими песнями, своим концертом в плане того, что в последнее время очень много, очень так массированно пропагандируются большие шоу-программы с огромным количеством килограммов, килобитов, киловаттов звука, света, драйва, да. Мне бы хотелось бы показать и рассказать своим якутским зрителям и своим землякам о том, что вот в огромной такой сутолке всего, что происходит в современной эстрадной музыке, есть моменты, когда можно говорить шепотом, и тебя услышит вся планета. А на каких языках вы поете? Да. Мы поем на бурятском, русском, монгольском, хинди, мы поем индийские песни. На английском вообще в репертуаре у нас 7 языков. Якутский есть или появится? В этот раз подарок для якутского народа, для Республики Саха-Якутия мы подготовили песню Махтанабы. Я буду исполнять песню Байбала. Мы с ним познакомились, я не помню, 2000 какой-то год был, международный фестиваль «Урал-Монго» в Республике Башкортостан, Уфа. Тогда его привозил продюсер Василий Кривошапкин. И вот с того момента мы очень близки. И вот Байбал в этот раз мне позволил исполнить его песню. Его неумираемый, просто любимейший хит. И вот на концерте Варя Манатова я исполнил его впервые и получил достаточно хорошее одобрение зрителей. Хорошо. А еще кто из наших звезд будет сегодня на сцене На нашем с вами? концерте сегодня вместе с нами выступают такие яркие звезды, как сама Варя Манатова, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Ческырой, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Александр Дичковский, Саран, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Байбал, Павел Семенов. 2 суперзвезды, девушки, которые просто покоряют все, я не знаю, мировые чарты по своей красоте. Это Далана и Эйкыга. Я считаю, что это... Мы не можем вас отпустить без того, чтобы вы нам что-нибудь не исполнили. Да. Специально для всех телезрителей, которые смотрят сегодняшний утренний эфир, песня «Братьям и сестрам», музыка Анатолия Андреева, стихи Гунги Чемитова специально для вас. Отлично. Утреннее настроение. Anna imza
приятно моим землякам сидеть в городе Якутске и утро начинать с бурятской песни. Всем братьям и сестрам спасибо вам большое. Зарик-Тос, замечательный голос у вас, прямо уносит на волнах. Ну, мы хотим с Максимом пожелать сегодня феерического концерта. Я приглашаю вас, Максим, кстати, на концерт. Приходите в 6 часов в ДК Кулаковского. 6 часов сегодня в Доме дружбы народов. Я думаю, что все будет просто прекрасно. Спасибо. Да. Друзья, ну а мы сейчас с вами немножко прервемся на небольшую рекламную паузу и анонсирую, что будет после. Да, после этого мы ожидаем следующих гостей. Также Эргюрон. Да, замечательный коллектив также будет исполнять интересные вещи. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. В эфире главного национального канала передача «Новый день». С вами Евгения Горулева. И Максим Гоголев. Мы сегодня заряжаем вас настроением. Да. Вот замечательная песня только что была. И сейчас мы хотим вам рассказать про новинки киноэкранов. Каждый месяц, как и обычно, первый месяц весны встречает нас с новинками. В этот раз мы расскажем вам про «Приключения Пиноккио», про очередной блокбастер с брутальным Вином Дизелем и «Ужас с куклой». О том, какой фильм лучше выбрать, вы сами составите свое мнение, посмотрев наш следующий сюжет. Я просто хотел сделать своими руками обычную деревянную куклу. Смотрите сегодня в кинотеатре «Елена» экранизацию знаменитой сказки итальянского писателя Карло Коллоди, которая вышла из-под его пера в 1883 году. Сюжет фильма хорошо знакомый взрослым и детям. Мастер Джипетто создал из дерева куклу мальчика, которому дал имя Пиноккио. Он такой же, как мы! А жив, тот отправился в мир полный приключений, опасностей, волшебства и тайн. За экранизацию взялся всемирно известный режиссер Маттео Гарроне, а главные роли исполнили двукратный победитель премии «Оскар» Роберто Бенини и Федерико Илапи. Интересно, что Бенини и сам играл Пиноккио в экранизации сказки 2002 года и сам выступил ее режиссером. Я хочу быть куклой. Я хочу быть настоящим. Пиноккио. Ничего подобного ему еще не было. Ученые благодаря последним разработкам возвращают к жизни случайно убитого солдата Рэя Гаррисона. Вживив в его кровь наночастицы, они превратили его в биотехнологическую машину Bloodshot. Вскоре он обнаруживает у себя сверхспособности и сверхчеловеческую силу, что делает его неуязвимым и бессмертным. Несмотря на то, что в компании контролировали тело и разум созданного суперсолдата, все постепенно стало выходить из-под контроля, когда главный герой решил узнать правду о себе и своем прошлом. Не придут за тобой. Bloodshot. Ему не пробраться? Нет, конечно. Ты уверен? Вот черт. Джуд, я дома. Джуд. Молодая семья переезжает в то самое поместье Хилширов, где разворачивались страшные события фильма 2016 года. Конечно же, супруги и не знают о прошлом этого места. В один момент их сын Джуд находит куклу по имени Брамс. Мальчик явно радуется игрушке и даже считает его своим другом. А со временем начинает вести себя очень странно. Его мать Лиза обеспокоена привязанностью сына, да и в целом подозревает, что происходит нечто неладное. В итоге героиня решает узнать, что это за кукла. Исследования раскрывают ей ужасающую предысторию Брамса. Да. Все начинается с шепота. С ним происходит что-то страшное. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Но иногда же можно чуть-чуть напугать, да?
это драйв. Вот это да. Ну что ж, друзья, у нас продолжается очень интересный эфир. И сейчас у нас в гостях Государственный Чукотский эскимосский ансамбль «Эргерон». И вот сейчас к нам присел Егор Владимирович Тенрали, артист балета. А рядом со мной сидит Виктор Павлович Цвигун, директор ансамбля. Доброе утро. Доброе утро. Зарядили с утра нас. Ну что ж, расскажите про ансамбль «Эргерон». Когда он начался, когда вы создали его, с чего Да, все у него начиналось? богатейшая история, мы знаем. Ну, в 1968 году он был создан 1 сентября. 2 года назад мы отмечали 50-летие коллектива довольно-таки широко. Ну, сам ансамбль, естественно, претерпевал какие-то изменения. Артисты уходили, приходили. Сколько поколений у вас сменилось? Это сложный вопрос, но у нас есть из первого состава еще 5 человек, которые в настоящее время здравствуют и были на нашем юбилее, и были буквально 7 числа у нас на концерте в городе Анадырь. Поэтому есть люди, которые, приходят артисты работать молодыми совсем, 16, 17, 18 лет, естественно, сами понимаете, что они еще в возрасте, в здравии, и слава богу, дай Боже. Ансамбль сам, там, мы хотели бы сказать, что такое «Эргерон», всегда интересный вопрос. Вот, «Эргерон» — это значит «рассвет». По-чукотски, перевод с чукотского — это «рассвет». Совершенно случайно, спонтанно получилось это название давным-давно, еще в те далекие 60-е годы, 70-е годы. Поэтому история разная дает нам интерпретации этого. Мы, в общем-то, выбрали то, что придерживаемся, там кто-то сказал, это значит рассвет. Рассвет Чукотки, рассвет страны, начало и так далее. Егор, а сколько лет вы уже в ансамбле? Сегодня, наверное, я с 2008 года. Ого. 12 лет уже в ансамбле. Тоже значительная часть жизни, да? Но у нас есть ребята, которые работают у нас с 91 года. Что для вас работа в «Эргероне»? Это работа или... Нет, это больше, жизнь? чем работа. Это все-таки жизнь, потому что, во-первых, мы проводим там большую свою часть жизни. Вот, и с теми ребятами, с которыми мы работаем, мы одна большая и дружная семья. Как здорово. А вот как проходит подбор артистов? Как вы выбираете? Мне кажется, большой кастинг. Много желающих. Вы знаете, я бы не сказал, что большой кастинг, только благодаря, допустим, в данном случае Егору. У нас, кроме того, что он артист балета, как вы объявили, он еще балетмейстер-постановщик. В прошлом году закончил институт Хабаровский. Поэтому у нас свои дипломированные специалисты уже достаточно большое количество. И мы сами себе куем кадры. Мы их берем из, как говорят, из улицы, из народа, и соответствующим образом через какой-то период взращиваете свои таланты, да? За этот период, что я работаю вместе с Егором, наверное, человек 5-6 только мальчиков, которые пришли, они все у нас работают, молодые. Кто-то уходит, кто-то приходит, все бывает в жизни. Под предводительством, да? Да, соответственно, он занимается с ними, это его жизнь, его работа, как он сказал, соответствующим образом, все это у нас куется вместе. Ну хорошо, а с репертуаром как? Все-таки национальный? С репертуаром у нас на сегодняшний день порядка более 200 песенно-танцевальных композиций, из которых в золотой фонд у нас вошли такие, как «Эскимосская свита», «Танец ворона» и многие-многие другие танцы, которые вошли у нас в золотой фонд, который мы обязаны знать, который мы передаем детям. Вот хотелось бы еще сказать это классический, если можно так выразиться, национальный танец. И, конечно же, мы стараемся удивлять своего зрителя в городе Анадырь, потому что одно и то же танцевать, сами знаете, что будет скучно, народ не будет ходить. Вот, мы стараемся удивлять своего зрителя. И, конечно же, в прошлом году мы были в Якутии и постараемся, конечно же, сегодня, в течение недели, удивить и вашего зрителя. На этой неделе что у вас, что за программа у нас здесь в Якутске? Мы сегодня даем 2 концерта в Театре оперы и балета. В 16 и в 19 всех приглашаем. 703-206 наш контактный телефон. Вот. Соответственно, мы бы хотели, чтобы зритель увидел новую программу. В прошлом году мы были здесь в рамках театрального марафона, принимали участие в передаче «Символа» театрального марафона в театре имени Пушкина. Вот, довольно-таки 3 концерта прошло у нас аншлаг, потом мы еще были в населенных пунктах близлежащих. В этом году у нас, кроме города, еще будет выезд в 4 ЛУСа.
Вот, соответствующим образом мы еще покатаемся по близлежащим, естественно, и покажем свою культуру. Что самое главное является именно пропаганда. Вот что ожидается? Да. Чем будете удивлять? Какими своими номерами? Ну, если в прошлом году мы приезжали сюда с программой, и мы рассказывали зрителю о том, что такое чукотский танец, что такое эскимосский танец, его разделение, потому что разница-то есть. Разница колоссальная, абсолютно. Это два разных народа. А сегодня мы привезли театрализованный концерт, где будут рассказывать вам полностью о Чукотке. Что такое Чукотка? Кто там проживает, какие разделения, на какие делятся наши народы. Что такое Яранга? Потому что многие думают, что мы живем в Чумах. На самом деле чукчи живут в Ярангах. И многое другое вы сегодня знаете. Прекрасная возможность окунуться в культуру, да? Ну, на самом деле я хочу сказать, вот добавить то, что вот Егор сказал, что как бы хочется в последнее время, когда мы вот ездим именно по регионам Дальнего Востока, чаще, чем, допустим, в Европу и так далее, вот, мы хотим, собственно говоря, показать, как это все происходит, чтобы народу было понятно не только иностранный язык, чукотский, как, допустим, ваш, для другого зрителя, чтобы было все это понятно. То есть театрализация, песенная культура, Еще раз, культура. где будет проходить концерт? Сегодня хотя бы у нас в Якутске. В театре оперы и балета. Вот, у нас в 16 и в 19 часов 2 концерта. Ну, отлично. Большое спасибо, что пришли. 16 на Эргерон Вам и спасибо. в 6 часов вот к Буряту. Совершенно Да, правильно. действительно. Все, Друзья, мы вас ждем. спасибо большое. Друзья, но наша программа «Русский блок» завершается. Да, переходит к якутскому блоку.